Приветствую, дорогие зрители. Благодарю вас, что снова с нами. У нас в новом выпуске Вячеслав Чирикова, человек, который наверняка не нуждается в представлении, а мы все-таки расскажем небольшие факты из его биографии. Доктор филологических наук, профессор, член Академии наук Абхазии, с 2011 по 2016 год министр иностранных дел республики, ведущий научный руководитель сектора кавказских языков Института Российской Академии наук. В 1996 году защитил докторскую диссертацию, член Европейского общества кавказоведов, многократный глава делегации Республики Абхазия на международных переговорах в Женеве, автор множества научных трудов. И это лишь малая часть из его биографии. Здравствуйте, Вячеслав Андреевич. Здравствуйте. Вячеслав Андреевич, начиная наш выпуск, хочется начать практически с самого начала, с вашего детства. Вот интересно, какое-то событие, которое, может быть, повлияло на ваше будущее становление вашей личной деятельности? Ну, трудно сказать о событии, потому что, я даже, может, к этому подойду, потому что я вот с детства, во-первых, увлекался книгами, я читал бесконечно, причем на разные темы. Во-вторых, я очень увлекался биологией, зоологией, и, в общем-то, даже создал дома у себя целый зоопарк. Не знаю, как мои родители это выдерживали. 6 аквариумов, там вольеры, шакал, там бурундуки, белки, не знаю, все что угодно. Вот. И поэтому все думали, что я буду зоологом. Я так тоже думал, пока я не прочитал книгу Шалва Иналапа «Абхазия». Это было где-то 14 лет мне было тогда. И я, загорелся вот этой... в общем-то, такое тайное происхождение абхазского народа, да. Вот. И я стал думать, что же может нас помочь проникнуть вглубь веков. И, археология тоже, значит, она такая вещь, которая занимается древностями. И, тем не менее, камни не говорят, и неясно, кто эти артефакты создал. Поэтому я понял, что только лингвистика, языкознание может проникнуть в глубины этнической истории того или иного народа. И поэтому я решил стать лингвистом. Вот такая интересная история. Вот я знаю, вы поступили в институт. Говоря о институте, о студенческой жизни, вот интересные какие-нибудь факты. Вот знаете, как я наблюдаю, многие личности выдающиеся, которые вошли в абхазскую историю, в мировую историю, вы практически все в один период обучались, где-то рядом находились. Вот и интересно, как это произошло все. Я поступил на факультет иностранных языков Харьковского университета. Вот. Я побоялся ехать в Москву, подумал, что сложно очень, конечно, поступать в МГУ. И тем более, в общем-то, если мне поступил Гордилова армия, я решил как-то на полпути в Харьков поступил. Очень крупный, хороший университет с большой традицией. И там и лингвистика хорошо, и языки прекрасно преподавали. Я не жалею, что окончил этот факультет иностранных языков. Вот. А потом я занялся уже кавказскими языками, поступил в аспирантуру Института языкознания Советской Академии наук. Это уже в Москве. Да, это уже в Москве. И 4 года был в аспирантуре, там познакомился со многими людьми. Вот. Еще до этого я познакомился, еще учась в университете, работая, будучи студентом, познакомился с рядом крупных ученых. Я очень много общался с Шалвой Владимировичем Иналапа. Для меня это был кумир, таким ролевая модель. Вот. И с его женой, Мирой Константиновной Хатилашвили Иналапа, мы с ней большими друзьями стали. Вот. И с детьми, Царство Небесное Асгур Иналапа, и с Ардой Иналапа, мы до сих пор с Ардой большие друзья. Кроме того, я познакомился еще на 3-м курсе с Владиславом Арзымбо. Мне повезло, что его супруга моя близкая родственница, поэтому мы как вы с ним познакомились? Знаете, я поехал в Москву там и решил остаться у своей родственницы, да, и там ее муж Владислав Арзымбо. Он был хитолог, естественно. Я читал его работы и как-то очень мечтал с ним познакомиться. На самом деле,
потому что меня тогда поразили его, это высочайший уровень его научных работ по хитологии. Хотя я все-таки был студентом, но я понимал все-таки масштаб личности. И вот с того времени мы стали просто друзьями. Мы очень много общались, я приезжал в Москву часто, у них останавливался часто. А потом уже я поступил в аспирантуру в 1982 году и уже общался регулярно с Владиславом. Значит, очень много конференций посетили вместе, вообще много работали. Может быть, вы помните какую-нибудь историю, такую малоизвестную историю, обычную, бытовую, которая вот описывает его личность? Ну, таких много историй. Он меня тоже познакомил со многими выдающимися учеными, Вячеславом Ивановым, выдающимся филологом русским, с Сергеем Старостин, гениальным лингвистом, компаративистом, с Сергеем Николаевым, вот, тоже крупнейший компаративист, лингвист, и многими другими учеными. Вот. И, кроме того, я очень рад, что он пригласил меня участвовать в раскопках. Вот это было в Кистряке, неолитическое, значит, там поселение было в Гудауте, да, Кистрик, неолит. А мы один сезон вместе там копали, в одной палатке жили. А на второй год мы поехали уже 5 месяцев с ним в Хуап. И там копали дольмены, мегалиты. И в Хуапе там мы очень много с ним вместе ходили по пожилым людям. Там было очень богатое, в общем, интересными людьми село. И мы записывали фольклор, песни старые, нарские сказания. Вот. Очень интересный материал собрали. И там я, кстати, нашел, вот при раскопках дольмена нашел фигурку матери женщины. Это уникальная вещь для Кавказа, вообще не только для Абхазии, для Кавказа. Вот. Ну, во время войны она была уничтожена, но сохранился ее слепок. Она в Госархиве была сожжена? Она была в Абхазском институте, она была. Вот. И там она, конечно, погибла, но вот ее слепок, такой гипсовый, сохранился, сделал, значит, Гена Лакоба, наш известнейший скульптор. И она сейчас хранится, слепок хранится, копия хранится в Абхазском музее. Да. Вячеслав Андреевич, вот вы дружили, находились вместе в одной среде, работали с такими великими людьми, как Мушни Хварцкий, Фазиль Искандер, Владислав Григорьевич Ардзенба. Вообще тогда ощущалось то, что это реально выдающиеся люди, которые вот будут творить историю и войдут в историю? Ну, Искандер был, конечно, тогда уже был знаменитостью, мировой знаменитостью. Вот. Владислав Ардзенба, он был человек очень скромный, но выдающиеся способности. Это как раз признак большого интеллекта, когда человек скромный, а не выпячивает себя. Вот. И он, значит, для меня тоже школа была, вот востоковедение. Я вообще-то лингвист, да, он все-таки ученый-востоковед. Для меня это все-таки такая вещь смежная. Я очень много от него узнал, хитология, хаттология и так далее. Вот. А Мушни Хварцкий, мы просто были близкими друзьями, познакомились с ним во время этой раскопок на Кистряке в Гудауте. И после этого мы очень сблизились и общались очень тесно. И в Абхазии, и в Москве, и в Петербурге к нему приезжал. Вот, так что это был выдающийся человек. Просто такой вот Че Гевара абхазский, знаете, такой пламенный человек, который вот, стопроцентная совесть. Вот, знаете, вот абхазские все качества, которые были в нем были не разбавленные. Вот просто концентрация стопроцентная. Таких людей очень мало, очень мало. И, конечно, он ушел от нас, и я часто думаю, если бы он остался, да, какая бы Абхазия была сейчас, может, повлиял бы на что-то. Так я думаю. Как он сказал, мы обязательно возродимся в новом качестве. Ну вот в каком качестве тоже это вопрос, да, потому что вот то, что тогда было, это было высшее качество. Сейчас. Так что молодежь прекрасная у нас, я преподаю в университете, и мне очень нравится, как они развиваются, очень умные, очень патриотичные, очень таким широким кругозором. Так что у нас, в принципе, есть будущее, очень такое, я сказал, многообещающее. Я не могу не спросить, изучая вашу биографию, вот об ибыхском языке. Как знаю, вы брали интервью у последнего человека, который говорил на ибыхском, так скажем, последний из убых. Каково это было вот разговаривать с человеком? Сейчас я с вами на ибыхском поговорю. Сгуа Чрык Андрей Акха Вячеслав, сгуа Азга Шаблан Селят, сгуа Пахабжаля Азга Бжаля Единычан Избьян. Ну, это вот фраза на убыхском языке обо мне. Как вас зовут, и о том, что я люблю убыхский язык и абхазский язык. Ну,
созвучно. Сразу есть похоже. сходство, да. Между адыгским и абхазским, Он где-то что-то, так, как всегда мы где-то говорим. посредине где-то. И я, конечно, был счастлив, что мне удалось, я практически был последний ученый, который общался, работал с Тевфиком Сенчем. Это было в декабре 1991 года. Вот я приехал в заснеженный этот Хаджи Осман Кёй из Венегёля. И переводчиками были мои, наверное, друзья, абхазцы, вот сибельдинцы, которые живут в Венегёле. И мы 4 часа работали, ему уже было 86 лет тогда. И все-таки он с удовольствием отвечал на мои вопросы многочисленные, рассказал тексты на убыхском языке, на турецком немножко. И это ценнейший материал, который вот я сейчас готовлю большую книгу «Убыхские этюды». И там вот все это там будет, все мои исследования убыхского языка с 91 года. То, что я вот изучал, собирал, собрал, все там будет. Вот скоро уже, надеюсь, будет опубликовано. А как вы думаете, вообще есть будущее убыхского языка? Нет, этот язык уже не существует. Все-таки вот у меня есть друзья, думаю, с вами не согласятся, обязательно, думаю, будут смотреть. Возникает вопрос, есть ли молодые. будущего абхазского языка. Понимаете? Убыхский язык уже, ну, кроме энтузиастов, да, вот, ну, нужно сообщество, чтобы говорили на языке. Если такого сообщества нет, есть примеры воссоздания языка. Это, я уже об этом говорил много раз, это иврит, это вообще чудо, как создали язык, который был еще во время Христа уже был мертвый язык. Вот. А другие примеры это воссоздание все-таки в большой степени баскского языка. Молодцы баски, они очень любят свой язык, в отличие от некоторых других народов. И, значит, и уэльский язык тоже был воссоздан, а сейчас воссоздается корнский язык, конеш. Это кельтский язык, родственный уэльскому. Вот сейчас очень растет число людей, которые говорят на корнском языке. А с нашими языками, наоборот, уменьшается количество говорящих на языке. Молодежь плохо знает или вообще не знает. Это, конечно, очень тревожные признаки угасания языка. Вот говоря об угасании, говоря о том, что не осталось убыхов, ну, говорящих... Убыхов там много, но да, говорящих нет. Да, признающих себя как убыхи. Нет, они узнают, что есть убыхов много в Турции, да. 1020, но... Да и в Абхазии есть фамилия. Они признаются, ну, моя фамилия тоже из Сочи, но это ничего не говорит о том, что языка нет, то нет этноса, в общем-то, да. Вот, все-таки без языка этноса, ну, мало примеров. Конечно, вот еврейский народ все-таки разные языки, но один этнос, да, каким-то образом. Это редкие случаи. Но, в общем-то, для поддержания вот этнического самосознания нужен язык, конечно, культура на языке. А если ее нет, то это очень сложно. В условиях Турции, где у них нет ни школ, ничего, поэтому на языке это... И вот говоря об этом, подходим к черте, когда абхазский народ тоже стоял на грани. Это начало абхазо-грузинской войны 1992-1993 годов. Вот интересно, что ощущалось перед войной? Вот было ли понимание, то, что вот идет к войне? Я помню прекрасно, когда я был здесь Вот я в июле был, 92 года, я посетил Владислава Арземба, и он рассказал мне, что вот собираются принимать Конституцию новую, ну, временно, 25 года. Вот. Я вообще из Гагры, я в Гагре был, вот, и там были хитрионовцы, кто там они, или гвардейцы были на санаториях, стреляли, кого-то еще убили. Война витала в воздухе, была очень тяжелая атмосфера, она чувствовалась. Хотя люди, честно говоря, и говорили о войне, но и как-то не очень-то ее ждали. Дело в том, что вот столкновение абхазского проекта национального и грузинского, оно было неизбежным. Но в какой форме, другой вопрос. Вполне можно было его все-таки в мирной форме решить. Можно было избежать. Абсолютно, абсолютно. Но просто, понимаете, с точки зрения Грузии, конечно, естественно, что никогда не бывает одного виноватого. Тем не менее, если Грузия это большой народ, они должны были какой-то проявить гибкость по отношению к абхазам, которые чувствовали себя уязвленными тем, что, значит, все-таки они находятся в таком положении, в общем-то, более, как сказать, вот, сложном. И отвечать на их озабоченности, да, обсуждать это, серьезно воспринимать. А в Грузии не было никакого интереса вообще обсуждать что-либо, потому что вот... Ну, кроме там двух партий, там, кажется, республиканцев, это еще сюда приезжали до войны обсудить вопросы. Никого не интересовало это. Шиванадзе ни разу не приехал, хотя уже стал главой Госсовета. Приезжал Кетавани, конечно, но так вот он в основном так
несерьезные его были поездки. Вот. И, в общем-то, Грузия считала, что с Абхазией можно легко расправиться, даже показать ей силу, и тогда абхазы как бы разбегутся, как зайцы. Вот. Но получилось как раз наоборот. Разбегались не абхазцы, а им пришлось бежать. Вот. И здесь, конечно, это урок, что нельзя недооценивать противника, во-первых. А во-вторых, это называется высокомерие силы. Оно очень, очень такая вещь, которая может тебя предать в итоге. Ты полагаешь на свою силу, а ты кажешься слабее, чем тот, который ты считаешь слабым. Поэтому это здесь уроки есть, конечно, и для грузин тоже, но вряд ли они кажут. Я не вижу переработки этих уроков, не вижу, честно говоря. Остается только ощущение какого-то такого реванша, вот такого. Больше ничего не вижу, честно говоря, из Тбилиси. Ну, что ж. Поживем, увидим. Да, поживем. Говоря о войне, все мы прекрасно знаем события происходящие. Вот. Но мне все-таки интересно, знаете, вот с вашей стороны, ваше мнение о факте, почему практически все кавказцы поддержали абхазский народ в борьбе против оккупации Грузии. Знаете, я даже книгу написал на эту тему, грузино-абхазский конфликт. Я еще не публиковал ее, но она готова. И у меня много интервью по этому поводу. Я такой вопрос задавал вот северокавказцам, чеченцам и другим. Но, знаете, общая идея была о том, что, во-первых, абхазы вот до войны их узнали. До этого плохо знали абхазов, честно говоря, северокавказцы. Очень большую роль сыграла Конфедерация горских народов, потому что было очень много культурных акций. Абхазские театры, ансамбли приезжали в Чечню, там, в Кабарду, в Адыгею. Это очень сблизило северокавказцев с абхазами. Впервые нас узнали. Узнали, что мы тоже кавказцы, что мы близкие, что мы братья. Это очень большую роль сыграло в дальнейшем поведении северокавказцев. А во-вторых, они поняли, что все-таки абхазы это меньшинство, оно уязвимое меньшинство, и им нужно помочь. Эта идея была помочь слабому такому брату, можно сказать, да? Ну, как брату, оказавшись в сложной ситуации. Это и чеченцы говорили мне, вот, и адыги, естественно, тоже, и абазины и так далее. Потому что это была их солидарность вот со своими братьями. Вы сейчас упомянули Конфедерацию горских народов. Я вспоминаю такие высказывания со стороны Шеварднадзе, допустим, как «бумажный тигр», там кто-то даже называл их наемниками. А как было на самом деле? Ну, это были добровольцы, естественно, никакого наемничества не было, естественно, никто им не платил. Вот. И они пришли по зову сердца, рисковали своей жизнью, погибли здесь. Это что такое, что за наемничество? Да. Бесплатно. Сколько людей со своими детьми приходило? Ужасно. Были же инциденты, когда... То есть практически это было впервые со многих лет, практически все народы Северного Кавказа, ну, в разной степени, да, в разной степени, в основном адыги, чеченцы, абазины, в меньшей степени другие народы, они приняли участие в этой общекавказской войне по защите Абхазии. Это уникальный случай, вот, и который требует еще осмысления, изучения. Но это произошло, и произошло к изумлению грузин. И Шеварднадзе, который назвал конфедерацию бумажным тигром, а потом тигр показал реальные зубы. И пришлось вот Шеварднадзе бежать бумажных тигров вот, в панике, и с трудом он отсюда убежал. Если бы не Россия, он бы, конечно, остался бы здесь, и его судили бы здесь абхазским судом. Ну вот, так что, в общем-то, никогда нельзя недооценивать противника. Никогда. Это всегда очень дурную шутку оказывается с человеком. Напомню такую фразу, которую сказал, я считаю, великий человек Муса Шанибов. Абхазия должна стать Швейцарией Кавказа. И с этой фразой добровольцы Северного Кавказа с Российской Федерации приходили к нам на помощь. И мне вот, знаете, что интересно, прошло столько лет, более 30 лет. Изменилось ли что-то? В каком смысле изменилось? Возможно ли, что Абхазия вот станет на Кавказе Швейцарией? В каком смысле Швейцария? В смысле политическом, экономическом, социальном, когда народы Кавказа смогут реализовывать себя здесь, в республике, как-то достигать каких-то высот, сконцентрироваться здесь. Ну, Абхазия страна же многонациональная, здесь много людей живет. И абхазы, и армяне, русские, мигрелы, и наши вот братья, и абазины здесь живут, и кабардинцы, и адыгейцы, осетины и так далее. То есть, в принципе, Абхазия открыта для всех, и с радостью примет тех, кто хочет сюда приехать и жить здесь.
и внести свой вклад в развитие экономики Абхазии. И Абхазия имеет действительно все перспективы для того, чтобы стать процветающей страной. Вот. Но здесь есть проблемы. Проблема есть. Это проблемы и менеджмента, слабый очень менеджмент, проблемы коррупции, проблема монополий, которая имеет тенденцию вот как-то давить своих конкурентов. Здесь очень много проблем, которые надо решить, чтобы Абхазия стала привлекательной. Ведь мы должны даже о диаспоре думать, да, также. Да. Ведь, почему они так слабо приезжают? Потому что социальных гарантий мало, пенсии мизерные и так далее. То есть зарплаты тоже мизерные. То есть это очень сложно в Абхазии, не имея, как сказать, таких вот корней, да, связей, как-то существовать. Поэтому это сложная вещь, но в перспективе, конечно, надо к этому стремиться, чтобы Абхазия была таким местом, куда приезжают наши братья, которые могут здесь реализовать и в бизнесе, себя, да. в культурных проектах и в разных других областях. Вот в своей курсовой работе я опирался на ваши рассказы о поездках в период войны, в послевоенный период по нашей диаспоре. Это и в Европе было, и в Турцию. Вот мне интересно, как там реагировали вообще наши братья, сестры на происходящее в период войны? Вот когда вот знаете, война, я был в 91 году, то есть за год до войны был, да, и, в общем-то, можно сказать, что война разбудила гены у наших народов, не только у абхазов, не только у адыгов, но и даже у грузин, которые жили в Турции. Вот это удивительно, да? Потому что война всех всколыхнула и заставила вспомнить о своих корнях. И поэтому мне рассказывали, что были демонстрации такие в Анкаре, Адапазаре, которые Турция давно не видела. И все были изумлены, кто эти люди, что они хотят. Они впервые услышали слово Абхазия вообще, турки, турецкое общество. Вот. И, конечно, их ответ был массовый такой и очень такой, конечно, эффективный, потому что они встречались с премьер-министром, был уже Демирелем, да, и с другими официальными лицами. И, в принципе, Турция в итоге сначала она занимала чисто прогрузинскую позицию, да, потом даже послала гуманитарную помощь сюда во время войны. Так что здесь, в принципе, это влияние было кавказской диаспоры. То есть не только абхазов, но и черкесов, и других наших братьев, осетин, чеченцев, живут в Турции. Они все были едины в этом отношении, что надо помогать Абхазии. Многие здесь сражались, вы знаете, да, добровольцы, и погибли. Так что это все-таки было такое и трагедия, и в то же время это было время, когда очень многие вспомнили о своих корнях. И это до сих пор ощущается. То есть это уже процесс, который, знаете, уже идет уже по нарастающей, я бы сказал. То есть народная дипломатия все-таки работает? Абсолютно. Вот в этих поездках, как знаю, в Европе вы принимали участие в такой организации, как ОНН, Организация непредставленных народов. Вот это вообще действующее? Вот сегодня в мире часто обсуждают то, что ООН утратил свою силу, ООН не может контролировать процессы, происходящие в мире, решать конфликты. Вот. А все-таки в тот период, когда в Абхазии шла война, такая организация, как ОНН, она имела какую-то силу вообще, как-то влияла? Знаете, действительно, что всегда, как правило, правда на стороне сильного. Понимаете, о слабых мало кто думает. И эта организация, которая была создана задолго до нашей войны, Абхазия была одна из первых членов этой организации и довольно активным членом. Штаб-квартира была в Гааге. Вот. Но это была практически организация, которая представляла интересы, причем так достаточно профессионально. Там международные юристы работали над тем, чтобы отстаивать интересы и национальных меньшинств, и народов, которые стремятся к независимости, или которые были оккупированы, допустим, соседними странами и так далее. И Владислав Арзамов большое внимание уделял этому участию Абхазии в этой организации. Мы платили членские взносы, участвовали в конгрессах. Я лично меня посылал на конгрессы в Швейцарию, в других местах, участвовать на этих встречах. И что было самое главное, то, что на фоне практически полного доминирования грузинской повестки, информационной, да, грузинского нарратива по поводу войны, но он в основном заставлял то, что Абхазия это исламские фундаменталисты, допустим, да, или, допустим, что это прокоммунистические какие-то силы, то есть, ложь, понимаете?
Это была единственная организация, которая пробивала вот эту практически Информационную. стену фальсификации против Абхазии. Она сыграла огромную роль в информационной войне на стороне Абхазии. Это было просто подарок судьбы на тот период. Сейчас, конечно, мы уже независимое государство, мы уже признанное государство, и уже наше там участие символическое. Но вот в тот период, военный период и послевоенный период, она сыграла огромную роль, я считаю, огромную роль в донесении правды в Абхазии вот на Западе, потому что там действительно доминировал грузинский нарратив на самом деле. Они послали 2 миссии, сделали отличные доклады, которые послали во все, вот и в ООН послали, во все посольства, во все правительства, так что это до сих пор на них ссылаются. Поэтому это была очень важная организация в тот период для Абхазии. Как я понимаю, это велась война и дипломатическая, и вы как человек, который и в военные периоды, и послевоенные периоды принимали активное участие в этом. Вот мне интересно вот в этом направлении, вот почему многие страны не поддержали Абхазию, когда началась война, послевоенный период? Как так получилось, что мы, можно сказать, 1-1 остались с Грузией? Ну, понимаете, ведь Абхазию никто не знал о ее существовании. Раньше на Западе знали, что есть СССР, который назвали Россией. Вот они думают, что там все русские живут, понимаете? Они не знают, что в СССР живет очень много разных народов, наций, больших, малых и так далее. Они Грузии, то есть с трудом узнали, что это Грузия, что это не штат США, это отдельное государство, понимаете? Абхазия была еще меньше величина, которую они не могли понять, о чем речь вообще что абхазы хотят. Поэтому было очень трудно, вот я вообще считаю себя таким бойцом идеологического фронта, да, с того времени. Очень трудно было пробивать вот этот стереотипы, штампы, что абхазы исламские фундаменталисты, которые стремятся там к шариату чуть ли не. То есть, когда им говорят, что абхазы древние христиане, у них бывал часто такой когнитивный шок. Как это? Нам говорят, что вы мусульмане. Я говорю, ничего плохого нет быть мусульманином, но мы христиане в основном в Абхазии с 4, 5, 6 веков. Так что вот эти вещи были важны. Сейчас, кстати, есть интернет, сейчас очень много можно выяснить, правда, раньше ничего не было вообще. Вот я помню, вот я по своей инициативе создал такой абхазский бюллетень и переводил вот все новости Абхазии, пресс другие на английский язык и посылал вот по различным учреждениям, по посольствам. И был большой спрос за информацию из Абхазии прямо, понимаете, и абхазский взгляд, он не был представлен нигде. Поэтому сейчас тоже эта проблема стоит, потому что непризнание Абхазии, половина, 50% наше незнание о нас вообще. Как раз таки данный проект вот и об этом. Да, потому что на разных языках нужно. Вот есть, допустим, там прекрасный сайт Абхаз World, да, Абхазский мир, который ведет в одиночку за свои деньги практически наш соотечественник, вот Кадзоко Митин, он сейчас в Лондоне, и нужно помогать тому человеку, потому что у него лучший информационный ресурс об Абхазии на английском языке. Я думаю, вот мы ссылочку оставим на его обязательно, страницу обязательно. в описании. Надо помочь ему для того, чтобы он смог практически в одиночку, он сражается вот со всем миром вот за Абхазию. Вот такие люди нам нужны, понимаете, профессионал, айтишник, который вот занимается. Есть еще другой, вот, есть, кстати, наш друг, который Нарт Лиша, который из Иордании, который создал переводчик на абхазский язык. Есть прекрасные люди, которые вот современные, которые помогают Абхазии. Они адыги, понимаете, но помогают Абхазии. Потому что для них Абхазия тоже символ как бы такого некоторой независимости, да, и нашего будущего, такого единства. Так что здесь большой резерв еще остается. Вот мы говорим то, что остались 1-1. Мне вот интересно, как вы считаете, не сыграл ли факт того, что Шеварднадзе, будучи экс-министром иностранных дел Советского Союза, вернулся в Тбилиси и... Огромную роль играл. Лично его... Этот фактор играл огромную роль, потому что он просто был культ Шеварднадзе на Западе. Я посещал, значит, в то время, во время войны, Совет Европы, посещал Европейский парламент, и там все просто говорят, вы говорите о Шеварднадзе? Я говорю, да, а Шеварднадзе ведет войну несправедливую против Абхазии. Они не могли поверить. Понимаете, как это же голубь мира, который разрушил Советский Союз, да, они считали, что это большое достижение его.
Вот. И я пытался сказать, что это человек, политический оппортунист, который может быть и Авантюрист. коммунистом, и демократом, а потом и националистом и так далее. Все в нем прекрасно уживалось все это. А в итоге, как сказать, жажда власти, самое главное. То есть, в общем-то, было во многом сложнее. Если бы, допустим, был Гамсахурди, да, там вообще не нужно было ничего говорить, потому что он был нелюбим на Западе, знали, что он ярый такой националист, и поэтому, в принципе, Грузии не признавали при Гамсахурде, а при Шеварднадзе сразу же признали. То есть, получается, фактор Шеварднадзе сыграл огромную роль в том, что в операции восприятия западной общественности в отношении грузино-абхазского конфликта. Они считали, что вот он демократ, что он, значит, а здесь мы пытаемся ему помешать, развивать Грузию по демократическому пути. Понимаете, вот такие вещи были, которые абсолютно были неверными. Но, тем не менее, вот такой миф существовал. Сейчас уже этого нету, естественно. Сейчас уже намного другая ситуация, более реалистичное отношение к нашей проблеме, более такое прагматичное, уже нет такого идеологического подхода, как раньше. И, тем не менее, все-таки есть консенсус на Западе, что Абхазию признавать не нужно. Это, к сожалению, вот это есть. И здесь... Не хотят своих ошибок признавать. Ну, понимаете, все-таки для них Грузия важнее, чем Абхазия, поэтому они как бы выбрали Грузию в этом споре, к сожалению. Вот. И, работать надо работать, убеждать. Нет ничего безнадежного. Вячеслав Андреевич, а сколько языков вы знаете? Ну, понимаете, знать язык, да, это понятие относительное. Вот, допустим, можно знать свободный язык, да, ну и родной язык, допустим. Вот. Можно говорить, да, в каких-то пределах. Можно читать, понимать, но не говорить и так далее. То есть, в общем-то, я могу сказать, что я могу говорить на 4 языках, на русском, абхазском, английском и голландском, нидерландском. Вот. А другие языки, это французский, там, немецкий, испанский, итальянский. Вот это я могу общаться, но не блестяще, да, вот так вот. И турецкий тоже я могу общаться по-турецки, вот, потому что долгое время был в Турции, вот, в своих экспедициях лингвистических. Поэтому, в общем, для меня языки не проблема, в том смысле, что я получаю информацию. А сейчас вообще стало просто, да, с искусственным интеллектом, с переводами, вообще можно на любом языке любой текст перевести на любой язык, поэтому даже абхазский там сейчас есть, да, в Гугле, благодаря вот этому Нарту Тлише, о котором мы говорили. Так что, в общем-то, я активно пользуюсь 4 языками, вот, могу читать или общаться на больших языках. Такой вот у меня интересный вопрос назрел. Когда-то великий абхаз Зураб Ачба сказал, вот всем нужна была наша география, и мало кому нужна была наша демография. Вот в вопросе о демографии, вот прошло 25 лет, как его, к сожалению, нету с нами, и изменилось ли что-то? Вот постоянно вот мы слышим везде демографические проблемы и так далее, вопросы поднимаются. Вы часто поднимаете на круглых столах этот вопрос. Вот интересно, что нам делать с нашей демографией, о которой мало кому нужна? Нам нужна же. Нам нужна. Вот из этого надо сходить. То это для Абхазии демография после безопасности, да, то есть безопасность на первом месте. Да? После этого нет, значит, государства без народа, правда же? Территория есть у нас, а населения мало абхазского. Это большая проблема, потому что она проблема стратегическая, национальная, и это проблема безопасности тоже. И какие-то примеры этого мы даже недавно видели, потому что вот чем нас меньше, тем мы слабее. Я думаю, что, вы знаете, конечно, разные есть мнения о том, как ситуацию улучшить. В России тоже, кстати, очень сложная ситуация с демографией, вы знаете, и в других странах тоже. Вот я, значит, в Голландию, когда приехал в 1991 году, там было 15 миллионов человек. Уезжал, было 17 миллионов, и все 2 миллиона были за счет приезжих. Это была иммиграция. То есть население не растет. Это проблема многих развитых обществ. Абхазия относится в отношении к числу развитых обществ. Вот. И урбанизация, конечно, она влияет сильно, потому что все-таки в сельской местности больше детей рождается, чем в городе. Вот. Проблема здесь, она комплексная. Часть ее большая, это финансовая проблема, да, потому что многие, мы спрашивали, многие семьи, молодые особенно, готовы иметь еще одного ребенка, да, с удовольствием, если были бы финансы. Вот, то есть, в принципе, имеющие двое, третьего готовы иметь, были бы финансы и так далее. То есть, в общем-то,
Я считаю, что неверный текст говорит о том, что вот в богатых странах там мало рождается. Это другая проблема. А в общем-то при грамотной пропаганде, грамотной работе разъяснительной, насколько это важно для Абхазии, чтобы у нас абхазов было больше, что мы государствообразующий этнос. Без абхазов Абхазии нету. Это будет только географическое название. А геополитическая реальность Абхазии, государства, это главным этносом является Абхазия здесь. При всем уважении ко всем другим этническим группам, естественно, общинам. Это у нас братские отношения, гармонические, прекрасно. И тем не менее, наша стратегическая слабость, она именно в демографии. И я считаю, что все силы должны быть направлены на то, чтобы демографию укрепить и язык. Две вещи, которые сейчас нуждаются и, понимаете, наше государство есть, да? Для чего нужно государство, если как такие вещи не решать глобально, правда же? Стратегически. Для этого государства. Иначе оно не нужно, понимаете, если оно не будет решать важнейших проблем. Поэтому нам нужно Я пока не вижу серьезных шагов по поводу демографической проблемы решения. Какие-то отдельные элементы есть, да, там какие-то пособия. Все-таки это не комплексное решение проблемы, оно возможно, но просто пока еще не взялись за это. Но проблема языка просто скандальна, можно сказать, отношение к этой проблеме. То есть он тоже формально много там комитетов существует, всяких этих и так далее, комиссий, а ситуация все хуже и хуже с языком, да. Я считаю, что проблема решаема проблема, тем более в рамках государства. У нас все государственные институты есть, закон о языке есть, понимаете, все есть, кроме того, что нет политической воли. Надо ее создать, и чтобы проблему решить, иначе через лет 20 уже ее не решишь. Не связано это с количеством? Нет, не связано с количеством. То есть наши сограждане цыгане, да, они все говорят на цыганском языке. Я живу на Вороново, там рядом с армянской школой, именно Туманяна. Выходят дети со школы и говорят на армянском языке между собой. А в наших школах, 10-я школа, других, в коридорах, везде, только на русском языке. То есть абхазский язык не занимает той ниши, которую он должен занимать, исходя из законов Абхазии даже, понимаете, и так далее. То есть получается, что мы ими пренебрегаем, игнорируем, считаем его менее важным, чем, допустим, другой язык. Это недопустимые вещи. Но, к сожалению, мы еще не дошли до того, чтобы понять, что это проблема национальной безопасности. Что без языка нет этноса. Будет население просто. Если мы к этому стремимся, то тогда печально. Получается, ради чего мы создавали государство тогда. А что для вас нация? Нация тоже слово, понятие тоже такое относительное, конечно, да. Народ, мне кажется, более как-то. Нация более политический термин, да, чем этнический. Народ это более этнический термин. Нация все-таки это допустим, абхазская, нация, да, скажем. Это и все граждане Абхазии, мне кажется, да, абхазская нация. Она инклюзивное понятие. Абхазы, армяне, русские, греки, живущие, все, кто живет в Абхазии. А абхазский народ, все-таки это именно этническое содержание. Абхазский народ, там, армянская община, там, скажем, русская община и так далее. То есть это более узкое понятие, но оно включает в себя важные компоненты. Это язык, традиции, культура и так далее. Так что здесь нация на пересечении такого политического и этнического.